Короче, мы встряли. Угадайте почему. Есть у нас такие любители фоток, видосов и так далее. Короче, они захотели сфотаться рядом с этим. Но этот тупизм, я спал, я хочу побыстрее доехать. Тут круто. Я делаю Snapchat. Заходите в мой Snapchat. Я люблю Snapchat. Всем привет, и сегодня я ваш гид по Бишкеку. Мы буквально недавно приехали, сейчас покушали, поедем, примем душ, и дальше у нас по расписанию отца это непосредственно Эрик. Жвачка. Спасибо за жвачку. У нас сегодня насыщенная программа, нужно много всего успеть, поэтому пойдемте. Я сейчас нахожусь в самом крутом университете Центральной Азии. Ну, я думаю, в общем, это самый большой холл, прям посреди университета. Тут видно все этажи, все пролеты. И сегодня мы будем выступать здесь, встречаться с нашими любимыми подписчиками. Всех ждем, скоро начнем, через буквально минут 40. Так что все, супер. Здесь уже закончится. Должен сделать рекламный ролик, и вот этот парень в лице Марлен Кабара постоянно мешает мне. Вот, ну что с этим человеком делать? Как его другом назвать просто? Постоянно мешает. Что с ним делать? Я сижу, смотрю, здесь красиво. Друзья, всем привет! У меня офигенная новость. Я лечу в Сеул, в Корею. Все, кто хочет с нами... Друзья, всем привет! У меня офигенная новость. Я лечу в Сеул, в Корею, вместе со Спасибоку. И все, кто хочет с нами, подписывайтесь, узнавайте у них подробную информацию и летите с нами. Вот я только понимаю, насколько у меня маленький словарный запас. Друзья, всем привет! У меня офигенная новость. И я лечу в Сеул, в Корею. И все, кто хочет с нами, подписывайтесь на Спасибоку. Там вся информация. Ты с нами? Все. Все, кто хочет с нами, подписывайтесь на них, узнавайте подробную информацию. Мы пойдем с этим президентом побазарим. Эй, привет! И потом зайдем. Как дела? У нас все плохо. Шучу, у нас все круто. Никогда не было, чтобы у нас было плохо. Кроме вчерашнего дня. И позавчерашнего, и позапозавчерашнего, и после-после, и после-после. Я пару слов скажу насчет того, что мы там, поблагодарим отца, Сьеру и так далее, скажем про наше знакомство, как мы познакомились, про наши планы, можно сказать даже про тот фильм, который Матик предлагал, да, как вот какие-то проекты намечаются. После этого я предоставляю слово Эрику, он говорит про век технологий и так далее. После этого он говорит, да, вот быть с вами, и вас представляю. И мы просто с ним общаемся. И потом уходим. А потом уже по своей программе. Хорошо. Что-то ты уставший? Не, я сейчас. Ну давай, наверное. По поводу программы мы как, сначала начнем? Ты снимаешь? Мы сначала, получается, начнем знакомство, как всегда, знакомство и так далее. Потом мы смотрим сериал, первую серию. Вы знаете, когда мне про вас сказали, я тогда только посмотрела, никогда не зашла. Он очень позитивный, он очень любит талантливых людей, всегда поддерживает. И сам тоже шустрый такой, веселый человек. А он с этой стороны. Спасибо большое. Нет, он ему сколько лет? Ему? Он очень молодой, ему 18 лет. Он в душе ему 18 лет, а так ему 50 лет. Ну вообще отзываются люди и как бы дают о себе знать. В Бишкеке это достаточно прям большая масса людей. То есть, грубо говоря, мы это с помощью одной вещи можем проверить. То есть выходим на улицу в торговый центр, и если в торговом центре узнают, то все, значит нормально. И да, здесь. Ну, мы тем более вот с ребятами, с Эриком и с Талдатом уже не первый раз что-то делаем. Вот наш президент Самуил. Здравствуйте. 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 Спасибо, что приехали. Давайте туда, Спасибо. да? Здравствуйте.
Нет, мы стараемся привлечь как можно больше людей на всякие разные мероприятия. Ну, рассказывайте, как вы поднялись, какой ваш секрет жизни? Мы видео снимаем, на самом деле, Да. короткие, смешные видео. Вы не видели, да, наверное? Нет. Показать? Покажи, пожалуйста. Это Пока маленький найдем. экран. Хоть на мальчиков. И мы начали это дело в Казахстане, вот одни из, ну, в принципе, грубо говоря, первый, кто решил то, что западный формат тоже может, в принципе, как-то ужиться, просто учитывая там ментальность и так далее. И все, пошел бум, как раз развивался Инстаграм, узнаваемость и так далее. Если изначально это было хобби для того, чтобы стать популярным, мы все это делали, то потом это потихоньку уже переросло в бизнес, ну, как бы, грубо говоря, можно было заняться трендсеттерством, там, как другими Рекламой. рекламой, и не стали выпускать возможности, зарегистрировали, и получается, в нашем случае мы, наверное, сейчас занимаемся самой крутой вещью, то есть мы занимаемся тем, что любим, что нам нравится. Это И- всегда самое Да, приятное. и поэтому... Ну, то есть продукт слишком тяжелый для нашей аудитории, потому что когда мы первый раз зашли с форматом вайнов, вот эти, когда нам говорили, ребят, вам по 20 лет, вы чем занимаетесь? Ну, то есть мы знали свою чуткую цель какую-то и шли. Сейчас мы опять даем новый продукт, он опять же никем не попробован, да, там элементарно сериал «Друзья» уже давно закончился, и о нем во всем мире говорят, его только начинают смотреть, да, допустим, в постсоветском пространстве. Поэтому сейчас будем ждать теперь реакции. Ну, мы четко вроде плану следуем благодаря таким людям. А вы нам фотки только передадите, да? Да, мы передадим, да, можем. Вот, через наших Кыргыз-Юнион ребят к вам. Спасибо. И в Инстаграм мы подписаны все к вам. Вот оператору тоже надо. Ой, Как спасибо только большое. вы наш логотип поставили, у нас... Это только начало, потому что... Вам спасибо за то, что все пришли, и чтобы не тянуть резину, я сразу передам слово основателю нашего объединения Кыргыз-Юнион и председателю объединения Талгату Молдалиеву. Прошу тебя, Талгат. Здравствуйте, дорогие друзья. Что вы пришли, мы вас очень сильно любим, потому что вы есть те, ради кого мы снимаем наши видео, ради кого мы не забываем про нашу страничку в Инстаграме, можно сказать. Вот. И Бишкек, на самом деле, нам с самого первого раза понравился, хотя в первый раз, когда они вдвоем приехали на трип, должен был я приехать. А где Влад? Это кто? Но все равно я не понял, почему этот вопрос был. Мне просто интересно. Кстати, очень круто то, что вопросы не начались с того, что почему квиз. Что значит квиз? И, ты хотел задать, да? Салам алейкум. Спасибо, что приехали, спасибо, что организовали. У меня вопрос к маме, можно, да? Мате? Да. Ну, после рекламы. Да, конечно, я микрофон подержу. С Квиксом у нас понятно, мы, получается, знали, что помимо Инстаграма нужно делать какой-то новый продукт на Ютубе и так далее и тому подобное. И так получилось то, что мы с Матей просто поделились, и это вот, знаете, как обычно бывает, слово за слово. И вот так вот идея родилась, в принципе. Ну, было весело, приятно, спасибо большое, надеюсь, мы еще с вами увидимся. Идем фототься! Делать фотки идем! Ты что, смотри, это же я. Прям именной, да? Даже Владу сделали, да? Влад, видишь, как о тебе заботятся, тебе сделали. И то я не буду. Так, это Марлена. Это мне.
Прошло все офигенно. Люди из Бишкека вообще очень добрые люди, очень позитивные. У них были такие вопросы нестандартные, к которым мы вообще не привыкли, и это было на самом деле интересно. Вот, мне все понравилось, и ребятам тоже все понравилось. Мы на позитиве, правда, немного устали. Ну, как-никак это народ, и энергию высасывает, но было все круто. Так что, Бишкек, мы обязательно будем к вам еще много-много раз приезжать, потому что с вами было как минимум интересно. Вот.